Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для весов. Будем смотреть прогноз на колоде Таро, метафорической и цыганской. Сначала Таро. Основные события недели. Так, король жезлов. Отношения. Десятка жезлов. Сколько много огня у весов. Вот и чаши. Для работы шестерка чаш. И для денег валет чаш. Посмотрим дополнение на цыганской колоде. 3 карты на отношения. Три карты на работу, 2 карты на финансы. И вот основная карта у нас король жезлов. Карта, которая говорит о том, что будет очень много на этой неделе принято решений очень важных. Либо будет человек, который будет за вас эти решения принимать, да, то есть вмешиваться как-то будет другой человек вот своей властью, своими возможностями в вашу жизнь. Вообще король жезлов карта очень хорошая. Карта, связанная с, астрологически, связана с Юпитером. Да, с Юпитером, правильно, со Стрельцом. И эта карта, вернее, это соответствие, оно обозначает большое счастье. То есть мы чувствуем, знаете, вот расширение своих возможностей. Мы чувствуем, что у нас есть авторитет. Может быть, в обществе нас начинают ценить. Может быть, нам делают какие-то предложения для повышения в карьере, для власти. Здесь вот мы можем... Нам может просто вот вести, да, удача приходит, изобилие, богатство какое-то может приходить. Ну, в общем, действительно очень хорошая неделя для весов. Кроме того, вот здесь могут быть выигрыши, могут быть, знаете, вопросы с путешествиями какими-то решаться. Может быть, здесь получение образования, либо наоборот вы сами какие-то проводите курсы, мастер-классы, даете образование кому-то. То есть действительно вопросы очень серьезные на этой неделе. Если юридические какие-то были темы, у вас тоже их хорошо решать. Если эта карта вы, то есть вы именно король жезлов, то это вся удача для вас. Если это важный человек в вашей жизни, в любом случае это все касается тоже вас. Хорошая карта, хорошая неделя для весов. Для отношений выпадает десятка жезлов. Карта говорит о том, что наступает какое-то время сложное, да, когда вот заканчивается какой-то важный период в вашей жизни, в вашей судьбе. Десятка жезлов – это, знаете, карта перегрузок, когда мы берем на себя слишком много обязанностей, ответственности. Может быть, когда-то мы взяли на себя какую-то ответственность лишнюю и вот так несем ее. Да? Вот карта говорит о том, что на этой неделе, скорее всего, вот заканчивается какой-то срок вашей ответственности, да, то есть как-то легче может стать, заканчивается наконец вот этот тяжелый период. Вообще десятка жезлов – это карта довольно-таки сложная. Здесь у нас Сатурн в Стрельце, да, вот эта карта со Стрельцом связана, и здесь у нас Стрелец, Сатурн в Стрельце, а Сатурн – это всегда как бы тяжелая работа, это какие-то ограничения, то есть мы вроде бы не хотим обязанности, да, с этой, мы, может быть, как бы и не делали бы то, что нам трудно, тяжело, но приходится, то есть такой долг у нас есть какой-то, да, вот довольно-таки сложно может быть в отношениях вот именно из-за вот этих обязанностей, долга, ответственности, поэтому вот неделя, скорее всего, будет не очень легкая для отношений. Для тех, кто еще не в паре, валет трефовый как раз говорит о том, что вы можете попасть под влияние человека, который, знаете, довольно-таки
сложный в общении, да, может быть, он как бы думает только о работе, да, о продвижении по службе, может быть, он человек, который постоянно контролирует своих партнеров, да, как-то вмешивается в их жизнь, а вы как бы можете для него оказаться таким как бы подходящим человеком, который там слова лишнего не скажет, который, ну, может быть, не встречался еще с такими людьми, манипуляторами, да, поэтому вот смотрите, здесь нужно быть осторожными. То есть, во-первых, карта говорит о том, что если, допустим, такая встреча состоялась, то нужно сначала присмотреться к человеку. Нельзя каких-то решительных шагов предпринимать, нельзя сразу настраиваться на отношения долгие, да, присмотреться сначала нужно, дать себе возможность. Тем более вы будете прям, если вы не запланируете себе ну, как бы дальнейшее будущее с этим человеком, вы сможете трезво на него смотреть. То есть не привязывайтесь сначала. Для тех, у кого пара тройка трефовая, говорит о том, что, скорее всего, будут какие-то важные для вас дела. Скорее всего, это общая ответственность для вас, и вы будете, возможно, искать даже помощь со стороны близких людей, родителей или еще кого-то, чтобы разрешить какие-то вопросы, связанные, может быть, с карьерой, да, либо с какой-то вот, с какими-то вот важными вопросами, может быть, даже там, с ревностью, допустим, или еще с чем-то, да, то есть вам как будто бы нужен будет кто-то третий, кто бы помог вам все это решить. Это может быть и консультант какой-то, это может быть люди, которые рядом с вами, там, мудрые, которым вы доверяете, да, может быть, как бы, если отрицательный момент брать, это может быть вмешательство других людей в ваши отношения, что делает их вот такими сложными и трудными. Тогда карта говорит о том, что нужно вот этих третьих лиц из отношений убирать, чтобы вот эти сложности ушли. То есть это любое влияние. Это могут быть друзья-подруги, это могут быть родители, это может быть там отец для кого-то, потому что все-таки с Сатурном связанная планета, да, может быть, карта может быть вполне вмешательство мужчины какого-то, отца. Поэтому вот смотрите, здесь третьи люди в отношениях, они только создают проблемы. И вот смотрите, это же десятка, да, то есть цикл заканчивается. Чтобы у вас отношения перешли на новый уровень, вас здесь должно быть двое, да, то есть не должно быть вмешательства какого-то. Если же говорить о том, что в паре может быть просто там ребенок, допустим, да, вмешиваете вы в личные отношения детей своих, это тоже может осложнять отношения. То есть вам нужно разделить ваши отношения – это одно, а семейные отношения, то, что касается детей, это другое, тогда станет легче. Так, для тех, кто в ссоре, тройка пиковая, карта говорит о том, что, скорее всего, сложно будет помириться. Пока что, скорее всего, партнер не готов вас выслушать и принять. Может быть, даже вы сами еще не готовы, вы еще не приняли ситуацию, не приняли как бы правила другого человека. Вы стараетесь, может быть, ему свои навязать, а он этого не хочет, да. То есть, ну, нужно успокоиться. Десятка здесь все-таки у нас, да, поэтому, скорее всего, скоро уже все придет в норму. Если эта ссора касается третьих лиц, да, то есть треугольник любовный, то здесь, опять же, смотрите, какая-то перемена может быть в ближайшее время. То есть, либо эти отношения ваши вообще закончатся, либо они у них закончатся, а у вас перейдут на новый уровень. То есть, здесь вот такой вот кризисный момент сейчас. Лучше ничего не делать, лучше не вмешиваться, дать время ситуации самой завершиться. Для работы шестерка у нас чаш. Карта говорит о том, что будут какие-то очень важные такие перемены на работе, которые вас будут радовать. Шестерка чаш – это астрологический Солнце в Скорпионе.
Скорпион – это неожиданные ситуации, это то, что приходит к нам по судьбе, это какие-то трансформации, да, это то, что связано с большими деньгами, какими-то банковскими деньгами. В общем, здесь какие-то там важные договоры, сделки и так далее. И здесь Солнце, да, то есть Солнце позволяет нам как раз увидеть то, что мы раньше не видели, внести ясность, помогает договориться, помогает заключить нужные договоры, привлечь как бы знаменитых таких людей, профессионалов в своей области. То есть вопросы решаются в любом случае. Хорошая неделя для того, чтобы эти вопросы решить. Кроме того, если это касается тех, кто ищет работу, то вот дополнительная карта пятерка бубновая говорит о том, что, скорее всего, у вас уже как бы деньги на исходе, да, и вам срочно нужна какая-то работа, и вы можете соглашаться на то, что вам не подходит по деньгам. Но карта говорит о том, что это временно, да, это переходное время, поэтому лучше воспользоваться тем, что предлагает судьба, и может быть, знаете, здесь такая неожиданная, может быть, неожиданное какое-то предложение будет, либо, наоборот, то предложение, которое вам нравилось, оно вдруг почему-то срывается, уходит, да, ну, короче, как-то вмешивается судьба в это во все. Ну, вот все-таки здесь вот карта кризисная, поэтому нужно соглашаться пока на то, что есть, это к лучшему, это обязательно вас приведет в дальнейшем к тому, чего вы хотите. Для тех, кто работает, четверка червовая, говорит о том, что будет прям стабильность восстановлена, если, допустим, вы чувствовали в последнее время, что постоянные какие-то перемены, нет уверенности в завтрашнем дне, нет понимания, хочу на этом месте работать или не хочу. Придет понимание, придет такое вот чувство стабильности, и вы примете эту работу, вы примете эту деятельность. Кроме того, здесь какие-то важные вопросы по безопасности. Смотрите, может быть, вы слишком доверяете людям, которые с вами рядом работают, и это может, ну, как бы дорого вам стоить. Смотрите, вопросы безопасности связаны, возможно, с финансами, да, с чужими деньгами. Вот тут нужно быть внимательными, и чтобы действовать безошибочно. Для тех, кто своим делом занят, дама пиковая говорит о том, что, может быть, будут важные какие-то договоры заключены с партнерами, с клиентами, которые вот как бы для вас как подарок, да, они, скорее всего, и люди те, которые вам нужны, и деньги хорошие. В любом случае здесь может быть, знаете, вот, допустим, какая-то сделка хорошая состоялась, и вы здесь можете отмечать это событие, допустим, да, либо кто-то из ваших партнеров или ваших клиентов сделает вам подарок какой-то дорогой. То есть, в принципе, вот карта говорит о том, что вам на этой неделе будет очень хорошо и комфортно, и ну, такое будет ощущение, что вы не работаете, да, а вы наслаждаетесь этим процессом. В общем, очень хорошие коммуникации на этой неделе, хотя может быть много неожиданностей, но в любом случае вы выруливаете так, как вам лучше, к лучшему. Да? В финансах здесь выпадает валет чаш. Карта говорит о том, что могут быть какие-то хорошие предложения по финансам, могут быть подарки, какие-то денежные премии и так далее. Для тех, кто работает, восьмерка бубновая говорит о том, что какой-то вот у вас открывается, ну, как бы новый, может быть, период в финансовой сфере. То есть, может быть, это доход от новой работы или повышение дохода, либо, допустим, решение какого-то вопроса денежного. Допустим, было мало денег, стало больше, либо, допустим, там не одобряли кредит или еще что-то. Любые вопросы, которые были с финансами связаны, они могут решаться. То есть вы их закрываете, либо они закрываются, потому что не подходят вам, либо они закрываются, потому что вы как бы сделали все, что вам необходимо.
А для тех, у кого свое дело, 4 бубновая, опять же 4 стабильная карта, карта богатства, прибыли, да, действительно могут быть очень хорошие предложения по деньгам, которые впоследствии могут давать постоянный такой доход очень хороший. Посмотрим, что скажут метафорические карты, какой совет дадут на неделю весам. 2 карты достали, ладно, пусть будет 2. Это была первая. Итак, смотрите, совет такой весам. У вас, скорее всего, не проявлены ваши какие-то способности и таланты. Вот тем более эти 2 карты, они об одном и том же говорят. У вас были когда-то какие-то планы, цели, мечты, да, чтобы вот реализовать себя. И это дало бы вам большие возможности и к заработку, и, может быть, там свой дом построить, приобрести и так далее. То есть, ну, здесь смотрите, здесь человек, который зарыл свой талант в землю. И вот на этой неделе вы можете его отрыть, откопать, да, то есть вы действительно можете найти в себе что-то такое, что даст вам возможность себя реализовать и каких-то очень важных целей добиться. Ну, во-первых, здесь мечта, да, мечта осуществляется раз. Во-вторых, эта мечта, она может принести в дальнейшем доход хороший, материальный. И смотрите, дерево, да, у корней там закопано, то есть это семья, это недвижимость, это то, что можно передать по наследству. То есть вот то, что вы на этой неделе сможете в себе открыть, это может дать вам возможность дальнейшего развития, открытия в себе всего нового и нового, да, для того, чтобы осуществить свою мечту и не только себя обеспечить, но и свою семью, и передать это еще своим детям по наследству. То есть очень важная неделя для весов. Но в принципе у нас вот эти карты тоже об этом говорят. Ну, как карта недели, да, то есть смотрите, от вас зависит ваше будущее, то есть эта неделя, она потребует прислушиваться к себе и открывать в себе вот то новое, что вы, может быть, еще не знали, либо знали, но не раскрывали, не реализовывали, не старались там обучаться, да, тому, что вас привлекало раньше, не старались раньше, может быть, развивать какое-то направление, которое вы очень хотели развить. Но и также, смотрите, то, что связано с домом, с недвижимостью, может быть, эта мечта как раз была о доме, о недвижимости, да, и, может быть, вы можете на этой неделе каким-то образом начать уже ее реализовывать. Друзья, желаю вам прекрасной недели, всего вам доброго, до новых встреч.